Аягулын халқым, насипандар, өкімет құлықшылардың етекшілері, діни әрекетшілер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Аллаху Та'аля разы болсын. Бұл конференция әзірлеген адамдармен. Бұл жиында Аллаху Та'аля бізге пайдалы әм берекетлі етсін. Полноценное исполнение норм шариата и в религиозных обрядах. Для каждой техники, которую мы приобретаем в магазине, производитель подготавливает инструкцию по применению. К примеру, стиральную машину мы покупаем, чтобы она служила долго и приносила нам пользу. Необходимо следовать этим рекомендациям этой инструкции. Человек является созданием Всевышнего Аллаха. Руководством для человека-мусульманина является религия ислама. Священный Коран, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Все это в своде законов называется шариат. В шариате в отношении похоронных обрядов 4 фарза. 4 есть обязательства, которые ложатся на общество при смерти человека. Обязательств 4. Это омывание покойного, заворачивание в саван, арулев, кепенлев, совершение намаза джаназа и похороны. Это 4 фарза, 4 обязанности, которые требуют особого внимания. Все, что после этого, кроме этого, это либо желательно, то есть не обязательно, желательно, либо это адет, наша традиция, которая пришла от наших предков. В отношении омывания покойного, это не обязанность имама или же мул, как мы сказали, это обязанность ложится на все общество. И поэтому лучше было бы в этом вопросе принимать участие и родственникам, либо брату, либо отцу, либо сыну, у кого умер родственник. Им тоже принимать участие было бы лучше, поскольку они более сострадательны, более любят этого человека, который покинул этот мир. К примеру, 2 из них, если будут родственниками, или же хотя бы 1 из них, и 3 будет алим, или же имам, или же мулла, который знает, как правильно омывать покойного. Джаназа намаз. Вот насчет адетов. Мы сказали, вот то, что есть обязательно, желательно, адет. Откуда пришло вот такой вопрос? Вот та форма, которую мы сегодня проводим, наши похороны. Спросил я у наших аксакалов. Ответ получил такой. В советское время, когда запрещали следовать, исповедовать религию ислам, чтобы исповедовать религию, алимы, апенды того времени внесли вот эти адеты, дуасы, которые есть сегодня. И это не преподнесли они как религию, преподнесли как адет, поскольку власть на то время запрещать традиции, обычаи не могла. Это не было названием как религия, это было адетом. Там они собирались, читали Коран, слушали Коран, задавали вопросы, которые у них есть, к имамам, к алимам, и получали ответы, делали зикру. И это все имеет ценность в исламе. Но исламом они это не назвали, назвали как адет. Вот такой ответ я получил. И насчет джаназа намаза. Все, что мы делаем в этот день, я назову. Когда спрашиваем, куда ты идешь, говорит, я назвал это. Человек идет на джаназа. Но мы сегодня не все становимся на намаз джаназа.
На трапезу, на еду собирается много, сотни людей. На джаназа намаз 10-20, а в селах еще меньше. Причина тоже самый вопрос задавал, ответ такой же. В советское время человек не мог демонстрировать публично свою религиозность. Если простой человек становился на намаз, у него начинались проблемы, когда он становился на джаназа намаз. Только становились в те время муллы, сейчас не это время. Пример привели такой, вот человек отправлялся поздравить своего родственника или брата с праздником Курбан-Байрам. На коне он был верхом. У него спрашивают, куда ты направляешься? Он говорит, вот так хочу поздравить с праздником Курбан-Байрам такого-то человека. Тот доводит эту весть до райкома, и этого человека чуть ли с работы не уволили. Из-за того, что он хотел лишь поздравить. А что говорит о человеке, который станет, демонстрируя, что он мусульманин, соблюдает религию ислам, совершает намаз, будет делать джаназа намаз публично. У него будут еще больше проблем. Вот такое положение было раньше. Но сегодня другая ситуация. Сегодня власть, администрация, все они поддерживают духовенство. Наоборот, спрашивают, какая у вас есть нужда, какую помощь вам оказать в проведении вашей работы. Такое сегодня положение. Из-за этого просьба аудитории и довести до всех, вот, становиться на джаназа намаз. Это не трудно. А еще больше хотелось бы обратить внимание на родственников, чтобы они становились на джаназа намаз. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, если совершить джаназа намаз 40 человек, если совершат джаназа намаз 40 человек и попросят заступничества, их мольба будет принята. То, что мы становимся на джаназа намаз, это саваб для нашего покойного, которого мы провожаем в ахират. Слова соболезнования тоже у нас, на это надо обратить внимание. Мы мусульмане, но многие из нас в данное время не знают тоже, как правильно приносить соболезнования. Учить вот эти слова. Мы, иншаллах, распечатаем, будем распространять вот эти слова соболезнования. Пожалуйста, их учите. Вот, альхамдулилlah. Похороны. Во время похорон отвлекаемся на разговоры, неуместные разговоры. Из-за этого хотелось бы вот назму. Нам наши апенди оставили назму. Из них вот несколько строчек прочитать. Өмір Аллаға барып, хабар сөйлеп қоймаңыз. Өлгендерге қайғырып, қаты үйрек болмаңыз. Яназы намазды қылмаға уйыныңыз тізіліп. Көптен болса сауаптыр, шет тұрмаңыз сөзіліп. Қабырда хабар құрмаңыз, онда ата-анамыз. Қинамаңыз оларды, онда күнәсіз болыңыз. Кісі қайғысын бөлейік, барғанша біз бүгін. Қайғы артық білгенге кезікпен келер қайғы күн. Вот такое наставление в виде назму оставили нам наши праведные предки. И, пожалуйста, я до вас довел это. Давайте, братья и сестры, уважаемая аудитория, будем следовать наставлению наших предков. Что касается, вот больной вопрос, то, что и у нас, и районная администрация принимает, и у народа, и организации, как Женсовет, расходы на похоронные обряды. Слишком много тратим расходы. Это изобилие в еде, которого раньше не было. Спросил Аксакалов, они говорят, было сорпа, bir kesek et. И это өлшемлі болған дейді. Bir шомақа сорпа, bir kesek et. Бауырсақ, артық зат болмаған дейді. Шай деген затты Алибза Шайтан, он ауылдастар әкелеттен дейді. За гостями ухаживали соседи, помогали в этом вопросе. И было как
Куран, который у нас ночью бывает, за день до дуаса. Этого раньше не было, говорят нам аксакалы. Сегодня собирается настолько много людей на Куран. Это как будто новый дуас уже проходит. Новая форма дуаса получается. Вот на это тоже обратите внимание. Вот это было, говорит, они днем во время дуаса. Утром приходили и охлап. После этого, к примеру, за час до дуаса приходили, читали Коран. Коран был в день дуаса. И в дуас они не избрали всех подряд, говорят, вот, к примеру, 15, 20, 30 человека на лошади отправляли, поименно приглашали. И эти люди приходили на трапезу, на дуас. Кто-то ясиконларны арасынан, ятақларны арасынан кімге көмек керек, ас керек, сондай адамдар шақырата алмаған. Ішлейті анларға нелерге көп беспокоит етпей алмаған. О zaman деп ма ясиконлар айтады. Расходы в этом направлении минимальными сделать. Для чего? Сегодня у нас вот конференция духовно-нравственного воспитания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Бу'итху ли утаммима макарим аль-ахлак». Я не послан для того, чтобы улучшить нравственность людей. Вот он же говорит: для меня легче было бы разрушить Каабу. Мы знаем, мусульмане, мы почитаем Каабу. Мы 5 раз в день в сторону Каабы совершаем намаз. Люди едут в хадж, посещают Каабу. Это священно для нас. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: для меня легче было бы разрушить Каабу, чем обидеть сердце человека. Вот так говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А причина, почему я это говорю, привожу: у нас люди разного статуса. Кто-то может позволить себе пышным образом провести похоронный обряд. Бедный человек, если у него нет этой возможности, он будет в печали. Его сердце будет беспокоиться, что он таким же образом не смог сделать. И из-за этого ислам рекомендует минимальными сделать расходы, чтобы они были доступны для всех. На этом хочу завершить. И вот рекомендация, поскольку вы у нас элита общества, которая здесь собралась, люди на вас смотрят, с вас берут пример. Инша Аллаху Рахман, планируем созвать совет имамов Ногайского района, по этим пунктам вынести решение насчет тюнчик, насчет еды, определенно как меню сделать, чтобы для всех было доступно. И тюнчик тоже запретить, тастамалы, секер, все это оставить. Такое решение вынести. И вам обращение аудитории, уважаемая, поскольку вы элита, чтобы в первую очередь вы придерживались этого. Люди будут обращать внимание в первую очередь на вас. Пусть Всевышний Аллах сделает эту конференцию полезной для всех нас, чтобы мы взяли пример, следовали сказанному здесь, не оставляли это на бумагах того человека, который подготовил доклад. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы сделал нас, руководителей организации, быть полезными для нашего народа. Спасибо.